И этот день настал. Затих последний бой. Остались за спиной огонь и беды. Цветок живой солдат к груди прижал и поднял над собою звезду победы. Салют и слава годовщине навеки памятного дня. Салют победе, что в Берлине огнем попрала мощь огня. Салют ее большим и малым творцам, что шли путем одним. Ее бойцам и генералам, героям, павшим. Жители нашей республики несли свой значительный вклад в дело Великой Победы. Более 60 тысяч человек защищали родину на фронтах. Якутяне на фронт отправляли тысячи комплектов теплой одежды, пушнину, драгоценности, продукты питания. На собранные нашими земляками средства была построена танковая колонна «Советская Якутия». И хочется все больше и больше узнать, как это было. Сегодня мы, учащиеся 26-й школы, рады видеть участников Великой Отечественной войны и хотим рассказать о тех ветеранах, кто пережил эту ожесточенную, кровавую войну. Чтобы помнить о ветеранах той страшной войны, для этого создали поисково-исследовательский клуб «Красный следопыт». Начали свое исследование с переписки с теми ветеранами Великой Отечественной войны, с которыми переписывался наш руководитель клуба, ветеран-следопыт Чусовская Христина Ивановна. В далекие 1969-1970 годы, когда была ученицей 7 класса. Вот долгожданную первую весточку получил следопыт Скиба Владислав из села Булугур Амгинского улуса от вдовы участника Великой Отечественной войны Неустроева Ивана Ивановича Матрёны Захаровны Неустроевой. Сегодня с радостью и волнением пришли на встречу с ней, с ветераном тыла Матрёной Захаровной Неустроевой. Неустроев, Амма районыгар тәрәбет, Амма районыгар булгы тәһилегер. Тәҗә толсы сиргә киләка. Кинес коланы ветераннар үләле хәҗән тәҗә толсы сиргә киләка. Армияга барды да. Аны марта коракка тиеннәр Иркутска областка. Кине үләмлектәре. Кине пулеметчик Максим номер 1 еңгә командирының анамында. Анда кине Сталинградка тиен Сталинградка олхан сериге ишсибиттере. Неустроев Иван Иванович. 1 января 1922 года рождения. Призван в ряды советской армии в сентябре 1942 года и был направлен в распоряжение Московского военного округа пулеметчиком с танкового пулемета «Максим», командиром пулеметного расчета. 1943 года в боях под Харьков получил тяжелое ранение и вернулся в 1945 году. После войны с 1968 года по 1970 года работал секретарем наркома совхоза имени Ленина, а с 1971 года заведующим общим отделом Амгинского РК КПСС. Иван Иванович награжден орденами славы 3-й степени Отечественной войны, 8 медалями, 2 грамотами Президиума Верховного Совета ЯССР. Егор Семенович, расскажите нам, пожалуйста, об участии в Великой Отечественной войне. Да, я в этой войне, в Великой Отечественной войне я участвовал. Меня призывали в армию в 1944 году. Так что и призывали, я попался сразу в Забайкальский фронт. И там я служил, попался в действующей армии. Егор Семенович призван на фронт в 1944 году и был направлен в Забайкальский военный округ. Служил в 210-й дивизии, в 9-м стрелковом полку действующей армии. С 8 августа 1945 года воевал против Японской войны. После войны работал председателем райпо Кобейского района, директором реабилитационного центра в Министерстве социальных обеспечений. Егор Семенович награжден орденом славы 2-й степени, почетной грамотой Верховного Совета ЯССР и медалью.